У нас прям такого интро не будет, я думаю, да? В принципе, мы за кадром уже познакомились. Мгм. Вот, добро пожаловать в Уральск. Спасибо. Спасибо большое. Как вам город? Супер, прекрасно. Да, мне тоже вот первый день даже чуть удивился. Такой прям современный местами. Я вот думал, вас пригласить чуть попозже, когда вы вот прямо освоите здесь, там, съездите куда надо, полностью программу выполните, и после этого, что впечатления какие были, спросить. А, Но да, вот так сложилось, что, в принципе, в первый же день, мгм. я думаю, и впечатления самые свежие будут вообще. Что, поделитесь, да, впечатлениями? Да. Ну, мы уже успели побывать с самого утра в новом аэропорте, да, очень крутой аэропорт 2 года назад построили, посвящен Маншик Мухаметовой. Мгм. Потом мы побывали уже в музее, Краеведческий музей. Краеведческий Мгм. музей, да, потом музей Емельяна Пугачева, Дом музей. прокатились на пароходе, Пароме, да. пароме. В Ну, парке Кирова, скорее всего, да? Вот я В точно не пар- знаю. Не-не-не, Пар- мы А, Прям по по реке по, Урал. по да. реке Урал, да, по Да, ЖЭК? Да. Ага. да. Потом на площади президента, Погуляли. там с фанатами встретились, очень детей много было, и взрослых, и все Мгм. фоткались, вообще просто все открытые, все классные, погода классная, Ага. прохладно, вообще круто. Вообще, сама география популярности, как вам в целом? Вот, допустим, между Алматой и Уральском, сколько, 3000 почти километров? И есть ли какое-то удивление того, что вас и здесь узнают? Потому что, почему я спрашиваю, был такой момент, что вот Бибит Альбеков, Мгм. говорят, что он в Костанае вообще не популярный. Мгм. То есть его география, то есть здесь он популярный, в центральных частях и на юге в Мгм. Астане однозначно, но вот говорят, что в Костанае он вообще не Мне популярен. кажется, он везде популярен. Ну, Даже просто я за пределами. работал, да, около рядом я работал, когда мы статистику смотрели, нам так и сказали, в принципе. Интересно. Да, очень интересно, из-за этого вот Мгм. такой вопрос появился. Не, я думаю, у нас равномерно. Все равно, конечно, в Алмате, в Астане больший процентаж подписчиков. Мгм. Вот, но тут просто такой фактор, что, в принципе, мне кажется, здесь немного блогеров, наверное, в Уральске. В Уральске это только-только зарождается. Да, да, да. Да. И вот, и думаю, что-то всегда для людей новое, и они хотят, ну, увидеть что-то. Мгм. Блогеров Да. увидеть, да, пообщаться. Ну, они прям вот... Потому что в Алмате, вот, ну, ходишь по Меге, и там, не знаю, всех вот Жека, там, Да, Карина да. Цюпаева, и вот так все. И Они уже мимо всем, проходят и не да, как уже бы всем, даже- ну, плюс-минус там пофиг. Да. Ага. А здесь прям блогер, Да. я ему пожал руку, я не буду мыть руку. А в целом, как Ну, это вообще? детишки, да, так прям Да, реагируют. я вот когда встречал вас в площади, там в основном такой молодежь была. Да, 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 это ТикТок аудитория. Ну, это просто это та аудитория, ну, взрослый же не пойдет никуда там общаться, а мы просто Они хотели... более открытые, Да, мы свободные. просто хотели порадовать, мы знали, что детишки, Мгм. взрослые тоже приходили, кстати, Мгм. вот, ну, сейчас. Но обычно взрослые не приходят на такие вот вещи, а вот детей просто порадовать, увидеть их. И они В целом про общество сложилось какое-то впечатление? Про взрослых людей, какие они? Думаю, что Здесь, еще в не Уральске. успели Да, в Уральске. пообщаться Не, у особо. меня чуть-чуть что-то складывается. Мгм. Вот. Но в целом, да, такие открытые достаточно люди. Но вы в Уральске в целом не просто так же сейчас. Да. Мгм. На повестке дня у вас что стоит тут? Что планируется? Мы сюда приехали с Казахтуризма. Ага. Вот, по приглашению Казахтуризма. У нас тут как бы блок-тур. С нами еще, кстати, вот Дина Толеберген. Может, Мгм. знаете, Дина. И Мгм. Александр Габченко. Мгм. Вот. Еще Еще девушка, также да. есть с телеканалов, журналисты, много-много. То есть Да. команда, да, целая пришла, группа такая. Да, Сколько они- человек? Журналисты и блогеры, информационный тур, где-то 15 человек примерно. Да, 15, Мгм. около 15 человек вот нас. В общем. Вот, ну, цель у нас повысить узнаваемость Уральска, вот, познакомить его с Казахстаном, вот, Мгм. потому что другие города, может быть, не многое знают про Уральск, вот, повысить узнаваемость города, как, ну, долгосрочная цель это повысить какой-то внутренний туризм, Мгм. вот, на будущее. Пока Мгм. что Завтра понятно. едем в Киевскую Орду. Мгм. Потом мы планируем кататься на самолетах, потом сплав по реке, на байдарках, кажется. Да, байдарки. И что еще в плане? Ну, село Точно не Чапаево, помню. мы съездим Да, Чапаево. на завод, Аллагиум Электрик, здесь место. Да-да-да. Ну, покажем бизнес, вот, который здесь работает. Мгм.
Тоже людям, думаю, интересно будет, как в целом. Сегодня, кстати, есть бизнес. Мы попробовали мороженое уральское. М, Блин, капец вкусно. Да, местное Еще мороженое. дешево, всего 100 тенге. У нас за 100 тенге в Алматы уже не найдешь Да, такого 100 тенге, мороженого. 100 тенге стоит мороженое. Это Мы где? прям удивились. Да, белочка. Вот самый Бел. прикол, даже Ага. местные, как я понял, немногие знают про эти места. Про то, что тут прям мороженое производят. Да. Ты знаешь? Нет? Я Я тоже тоже не не знаю. знаю. Да, да. А мы сняли, вот потом Да, мы прям на посмотрите. Да. фирменный магазин приехали. А Там может, вас белочка, узнали кстати. просто и по Не, себестоимости нет, отдали? там прям Нет, прям ценники написано, да, висят. все. Да? Да, люди Вообще приходят, там классно, Круто, вкусно. круто. Да, классно Ну, в было. целом, у нас вот про казахтуризм сейчас разговор пошел. Сейчас, получается, это будет идти как отдельный репортаж, наверное, да? Про Западный Казахстан, про Уральск, да? Это нет, это каждый блогер вещает так, как он видит свою подачу абсолютно свободно. Хотим там критикуем, Мгм. хотим что-то показываем красивое, вот людей, с людьми общаемся, показываем людей. Все, что мы хотим, в свободной форме показываем. Да, Мгм. да, да. Сейчас стало, в принципе, популярно по Казахстану. Много различных туров проводится. Недавно я ездил там в Жетысуйскую область, на Балхаш, потом в Кунаев ездил. И Мгм. вот сейчас приехал в Уральск. Да. А как вообще в сравнении, что бы вы предпочли, вот внутренний туризм развивать, или если будут какие-то вот такие предложения, за рубеж, больше акцент делать на зарубеж? Как вообще? Ну, М, если честно. Но если честно, ситуативно сейчас уже. Мгм. Мне, потому что я сам очень начал кайфовать от Казахстана. Мгм. Вот мы недавно съездили в Мангостау. Да, я там уже был, вот. Ну, просто это зависит от организаторов. И там нам сделали, это Kia была, Kia Go. Мгм. Вот, и там нам такие условия сделали шикарные, там мы засыпали со звездами, там просыпались, вот, прям на Божире мы в палатках ночевали, нереально кайфанул, больше, чем от там поездки в Таиланд или еще куда-то, Мгм. поэтому, да, ситуативно. Ну и плюс сейчас хочется новые страны посещать, Мгм. вот, если там зовут в Турцию куда-то, уже вот задумываешься, типа, ну, вроде уже был, и не так прям хочется. Хочется в Казахстане, у меня еще вот Уральск был, я очень обрадовался, то, что в Уральск поеду, потому что я давно хотел Уральск закрыть у себя. Вот по Казахстану я хочу все города объездить, и у меня вот осталось Уральск, Кызылорда и Атырау. Мгм. Вот и вот в Уральск. Я вот в одном интервью, по-моему, это была передача телевизионная, ты говорил там, да, что Уральск, Козларда оставалось, получается. Да. Вот. Ага. И Атырау. Почему Уральск, вот если смотреть, много интервью посмотрел, ну, в силу своей деятельности иногда изучаешь человека, и многие именно про Запад, когда мы рассказываем, они оставляют на потом. Мгм. Неужели так далеко? Да. Неужели вот просто глазами человека с юга, да, с Алматы, допустим, Мгм. неужели так далеко? Ну да, мне кажется, реально далеко. Лететь 3 часа. Да, То есть лететь столько же, сколько до Дели. до да? Дели, видите, столько же лететь с Алматы. С Ну, Алматы. на 10 минут больше, чем... Стоимость до вас. билета туда и обратно более 100 тысяч тенге. Мгм. Да. И если ты прям завтра хочешь, 180 тысяч будет. Да, это все дело в расстоянии, Да. в цене. Вот. Мгм. А в целом, как туристический потенциал он вообще имеет Запад у нас? Мангостау 100%. Вот в Актобе был, там есть Ахтулагай, может, знаете? Ахтубе нет, не особо знаю, если честно. Ахтубинская область, Кроме там есть города. Ага. Ахтулагай, ну, там как на Бужире, там даже выше как будто, вот, все кажется. Но там не так масштабно. Вот, в одном месте, но очень такие красивые скалы. Туда тяжело добраться. То есть вообще потенциал, конечно, есть. В Уральске тоже сейчас посмотрим. Я думаю, тут и рыбалку можно развить, что-то такое, Мгм. туристическую рыбалку сделать. Но мы, опять же, первый день, но в целом, мне кажется, есть потенциал. Мгм. А вот когда мы говорим именно про Запад, про Уральск, вы сказали то, что это очень далеко находится. И в целом в инфопространстве Казахстана Запад, он именно город Уральск, он звучит очень тихо. Мгм. Вроде бы не слышно. Я вот несколько лет прожил в Астане, и ну, сам с Уральска, и когда вот сравниваю, получается, мы как будто больше ближе, вот даже в плане инфраструктуры, не только инфраструктуры, в плане бизнеса, допустим, если что-то заказывать, какой-то именно вот приграничный же город, Да, ближе да. к Москве, ближе к Самаре, оттуда заказываем, допустим. Если брать какой-то кофейный бизнес, может быть, оттуда в основном зерна идут, оттуда кофемашины идут и так далее. Вот. М?
Wildberries, да. М. То есть, да, то есть даже вот просто, если посмотреть, люди, они вот а, как мыслят люди приграничных городов. Мгм. Допустим, где Атрау, да, или Ахтау, Волгоград рядом, который. Они идут туда закупаться, получается, туда ездят. Мгм. Мгм. Вот. То есть, когда речь касается именно вот Астаны или Алматы, там новости не особо сюда доходят. Как будто такого близкого, тесного Да, контакта нет. есть, мне кажется, все равно Как какой-то. думаете, как можно над этим поработать, чтобы вот действительно, ну, города все такими сплоченными стали, все друг о друге знали? Да, у нас страна такая большая. Мгм. Страна большая, да, все растянуто. Не знаю, блин, мне кажется, это очень сложно. Это какие-то должны быть новые города, наверное, появляться, которые вот, ам, агломерации вот городов, которые будут сближаться, сближаться, сближаться. По-другому, блин, реально, А в рамках своей деятельности, вы же сейчас позиционируетесь как блогеры, как да, travel-блогеры же, верно? да. Вот, какую а, свою лепту вы могли бы здесь добавить вообще в целом? Что бы вы могли сделать со своей Нет, стороны? что в этом Допустим, плохого? информационно. Ну, например, Петропавловск, там, Ага. Буровой, они все едут в Омск, если там что-то хотят, машину купить подешевле, там еще Мгм. что-то. Они понимают, что там что-то можно подешевле. Ну, это же круто, значит, что-то. Экономическая выгода. Ну Что-то да. они могут там взять, как бы, и сэкономить на чем-то. Ну, для семьи в целом, может Мгм. быть, не для экономики, но для семьи это выгодно. Но все как духом и как еще, патриотически мы же все сплоченные, мне кажется, сейчас Казахстан. Мгм. У нас же нет такого, что если ты в Уральске, то ты себя чувствуешь там ближе к другой. Если Ну, к честно, я примеру, сегодня, когда прилетел в аэропорт, я ага, не знаю, видели? ага. Я там, ну, что-то немножко офигел, там, Роспотребнадзор, Да-да-да. вот на этом баннере. Такой, что, ты не удивился? Да, я тоже был в шоке. Ну, типа, было легче купить было, что ли, эту бумажку с COVID-19, вот это вот это, объяснение, да, и здесь ее наклеили, из Ну, она России же, получается, прислали. аэропорт же купили, она же сколько там, 51, 49% акций Российская. принадлежат российской компании. Ага. Вот отсюда, видимо, и Понятно. есть влияние. Ну, То есть, ну, да, мелочь вроде. Но зато, если так честно судить, аэропорт реально лучше, чем в Алмате здесь. мгм. Реально. Вот в Уральске лучше, чем в Алмате аэропорт. Вы Сейчас. знаете, как мы выстрадали этот аэропорт? Да. Это было очень долго, если честно. И сейчас, ну, алматинский Ага, аэропорт турки купили. мгм. Такая практика мировая. Что-то еще. Вот я хотел сказать про комментарии. Тоже читаю комментарии, и там все ругаются. А я просто выложил там, назвал, допустим, речку Урал. Не Урал, И а всегда не все. Уральск, а Урал, да? Да, Да. вот, и все. Урал, И там Джей. друг с другом. Я ничего не пишу. Люди сами друг с другом ругаются. Я думаю, все-таки в обществе точно есть какие-то вот моменты такие, столкновения. Мгм. Водитель тоже у нас сегодня георгиевские ленточки. Мы Да. даже удивились немного. Ну, потому что в Алмате У такого нас, не у нас встретишь так особо. Да я к этому просто не раньше афишируется, относился. но есть, да, в обществе есть небольшие такие терки насчет этого, насчет названий, насчет имен, получается. Наверное, в новостях также слышали про какие-то сепаратистские высказывания, там тоже в инфополе выходило. А Мгм. вот мы, когда говорим именно про туризм, когда мы... Ты что-то искал здесь, да? А, Не-не-не. Я так просто думаю о мыслях. когда мы говорим про туризм, мы же часто недооцениваем свою страну, да? До тех пор, пока мы не поедем в другую, получается. А, в целом, как думаете, насколько мы действительно развиты в сравнении с какими-то другими странами, которые вы посещали? Мгм. Развиты в плане туризма? В плане И инфраструктуры, вообще. Я экономической, вот в плане точно туризма. могу сказать, Казахстан, вот у него, возможно, будет конкурентное преимущество в цифровизации. Но уже, если честно. Вот цифровизация у нас реально далеко уходит. Мы вот недавно поехали в Бишкек, в Кыргызстан. Вообще мы едем просто без денег, без, ну, грубо говоря, там, ладно, документы взяли, но без денег едем, и мы такие вспоминаем, блин, оказывается, в другой стране же нужны наличные, а у нас они не нужны. Там в ЦОМ пошел, легко все сделал. Ну, не пошел, вот онлайн все сделается. В плане цифровизации у нас, мне кажется, реально. И в Америке я жил там, и в Эмиратах. У нас на самом деле есть то, чего нету даже вот в прогрессивных крутых странах. Мгм. Вот, ну, я думаю, что им это тяжело внедрить в свою там экономику, потому что там устоявшаяся система устоялась. Вот, а у нас
как-то вот сделали вот цифровизацию, Мгм. вот за счет нее мы можем вырваться 100% вперед. Мгм. Такое. Посмотрим. Ну, в Вот. целом у нас сейчас вот активно развивается туризм в Казахстане. Те же самые у нас Кусайские озера, рядом есть поселки, там Саты. И что классно, что там, получается, местные жители создают свой собственный бизнес, открывают хостелы, отели, и для иностранцев, там, для туристов из России, откуда угодно, и как бы есть уже развитие. Но один раз я был, короче, получается, типа форума, и приехал один турист из Турции. Он у нас, кстати, преподает даже в Казгу. Мгм. И вот он высказал именно критику, короче. Еще решил ее на казахском языке высказать, прям, чтобы акимат, все там местные жители, как бы власти все услышали. И вот тогда он сказал, короче, у вас самое главное, говорит, типа, неприветливые люди. Типа, Мгм. вот приходишь в отель, говорит, и типа вот так относятся, типа, ну, не улыбаются, просто, говорит, у нас, говорит, в Турции сразу приветливо относятся, все, заходи, там, мираба, давай, все. Мгм. Ну, это система выстроенная, у них там уже годами Да. И система и выстроена потом он сравнивал, типа, по уровню, типа, ну, Казахстан лет на 30 от Турции отстает, типа. по туризму. Ну, может быть, это и правда. Но у нас еще есть другие минусы. Мне кажется, в целом, вот турист приезжает иногда в Казахстан, иностранец, его сразу же на деньги кидают. А, Таксисты. таксисты, да? 70 тысяч. Сколько? Какие Сколько только недавно суммы? было? Вот? 40 тысяч было недавно. Не, 50, ну, то есть, не, 180 тысяч тенге, кажется, до нереальные деньги, центра да, Да, Алматы. да. нереальные И, деньги. и последнее, что он еще сказал, это про мусор. Он у нас везде валяется просто. Вот едешь на каньоны, например, М. и тут вот надпись «Новая каньоны», все ее построили, и рядом здесь вот типа лежит бутылки, все там, как-то там, Да, и там. на И это везде, достопримечательности. прям, куда ни поеду, всегда обязательно лежит Да, написано. 100%. Это большая проблема. И еще даже вот Боровое вы вот съездите, там на камнях везде рисунки, Да, да, здесь исписано, был да. там Рашид. Это есть. Ну и так далее. А вот какие особенности есть именно путешествия внутри страны? Вообще, мне вот почему, я не знаю, тут такое что-то духовное, я сам вообще не духовный человек, Ага. материальное, но все равно что-то есть, когда ты в Казахстане путешествуешь, какая-то вот все равно свобода. За границей ты все равно же чувствуешь себя как М, турист, гость, Мгм. а здесь как будто что-то вот свободное, какую-то дополнительную энергию получаешь с этой земли. В Да, еще Казахстане есть такое? что-то родное еще. Да, Вот, например, я ездил, например, в Дубае, там капец, жара, страшно, вот это вот. Если вот не бассейн и не кондер, то невозможно находиться там. А еду на Балхаш, ну, кайф, ветерок подует кое-где, это какой-то и жара, и в то же время комфортно. Мгм. И вот этот, ну, родной запах степи. На самом деле, если вот прям было бы все на уровне именно по инфраструктуре, как, например, в Дубае, то было бы кайфово отдыхать, конечно. Еще бы у нас бы зимой и лето было бы вообще кайф. да, у нас еще бизнес уже сложно, все равно. Ну, У нас только, вот получается, один адекватно. сезон. Да, да, да. У нас только 3, 4, 5 месяцев, потом все. У Бизнес меня такой состоят, ждут. тоже случай был насчет именно вот насчет вот этого насчет степей, да, насчет того, чего родное получается. Я пригонял свою машину с Армении, и, как знаете, наверное, когда проезжаешь, вот Армения, Грузия, Россия, получается, только Да, в да. Казахстан заезжаешь, ты проезжаешь 3 страны. Да. И вроде бы там все живописно, там красиво, везде горы, но тебя вот поначалу где-то, не знаю, полдня ты кайфуешь, а потом у тебя начинаешь сжимать череп, а потом, ну, ты уже привыкаешь к этой красоте, потом охота, не знаю, горизонт посмотреть. У меня так было, на горизонт посмотреть, охота увидеть степь действительно. И когда я вот заехал на границу с Россией, уже было более нормально, как будто уже земля знакомая. И когда я вот заехал в казахстанскую границу, вот у меня никогда тоже не было такого ощущения, такого чувства. И когда я ехал, вот, это родная степь. Свобода. Свобода, Да, действительно. да. Видимо, в крови у нас что-то есть такое. Может, Мы может, всегда вот... да. Короче, у меня один раз только так не случилось. Я возвращался из Китая, из Индии, из Дубая, из Таиланда, и всегда родной Казахстан, Алмата. С таким ощущением возвращался. И один раз у меня не случилось так только, когда я из Швейцарии вернулся.
Из Ага. Швейцарии? Не, у меня Потому чё-то что там было. то же самое, короче. Ага. Копия, но только все получше. Горы, тоже степи, как-то вот все. Ну, не так много Степей там степей. нет. Ну, в смысле, такие какие-то Луга, жайляо, да. жайляо, такие же, как у нас. Но там все равно другие луга. Знаешь, почему швейцарцы к нам приезжают в Казахстан? Они же приезжают, швейцарцы, потому что у нас они девственные. А там на каждом лугу дом стоит, везде Ну дома да. стоят. Да у них поезда на самую вершину могут заехать. Да, поэтому у нас в Горы. этом плане Ну, у них в отличие. плане инфраструктуры также уже все. Страна маленькая, они все друг с Да, да, другом страна соединили, маленькая, у нас места получается. много. Да. А хотя у нас есть такие места, которые даже, ну, не знаю, люди очень редко ходят, девственные, как ты Да, сказал. да, есть очень много. Даже вот тот же Ахтуагай, вот тебе. Мгм. Но добраться сложно, ужас. Мы туда ехали часов 15, наверное. Мгм. Через что только мы там не проезжали. Не, у нас в Казахстане туризм, мне кажется, сначала должен внутренне развиться. Вот. Но внутренне не развивается, потому что мы не хотим, ну, у нас туристы, вот которые попутешествовали, все, они хотят уже. А которые вот не путешествовали, они хотят за границу. В Турцию, вот All Мгм. Inclusive, Египет. Мгм. Вообще не считаю, что это путешествие, это отдых какой-то. Ну, люди сидят в 4 вот стенах отеля, ничего, и они говорят, я был там в Турции, я был в Египте, ничего они не видели в этой стране. Они видели вот эти забор отелей, все, внутри Мгм. отеля. Ничего они не видели в стране, по Чисто сути. территорию, да? Территорию Да, Турции это увидели вот отдыхают так, они. небольшую. Ну вот и у нас в Казахстане туризм внутренне не развивается, потому что ну, адекватно цены дорогие нет на отели в Алмате. У Ну, вас нет такого? В Гостевые Боровом дома, очень дорого, пипец говорят, дорого, примерно. ну в сезон. Ну и понять можно с другой стороны. да, у Ну а них же, что делать? получается же, нету больше клиентов, кроме иностранцев. И вот они с помощью иностранцев зарабатывают, а казахстанцы к ним не приезжают. Не, приезжают, Ну, и если... Локоль забит, Боровое ну, забито, Локоль, да, но при этом популярный. цены, я не знаю, сейчас такое, непонятная ситуация какая-то. Вот, Ну вот, допустим, когда мы тоже в Боровом отдыхали, там очень дорого было просто. Вот, да, ну, даже очень. сейчас забронировать вот эти домики, небольшие бутик-отели очень дорого выходит. В Да. целом мы сейчас живем в такое время, когда можем спокойно, мы мобильные, да, в том плане, что если посмотреть на общее развитие вообще человечества, говорят, что мы живем в идеальное время, Мгм. в самом удобном расположении времени именно. Как вы к этому относитесь? Так ли это на самом деле? Или могли бы дожать и сделать лучше вообще? Ну, человечество, я не знаю, но Ну, давайте по Казахстан поговорим. да, мне кажется, может быть лучше, конечно, может. У нас, Мгм. как говорится, way to improve our country, еще много-много места, чтобы развить нашу страну. Вот, и много чего можно сделать. Вот. Ну так, мне кажется, как всегда люди в истории человечества говорили, все, мы достигли пика, все. Мгм. И кто-то выходил, да? И Бунтарь все такой. равно что-то новое делалось. Да. Мы в совершенном мире живем. Мне кажется, это такое, ну, эволюция, процесс эволюции. А вот самая главная цель при путешествии. Говорят же, вот у многих, когда спрашиваешь, а в чем твоя цель, что ты хочешь делать? Ну, смысл жизни, там, я бы это при путешествиях. Так ли это на самом деле? Нет, конечно. Или это можно как-то Не, оспорить? смысл жизни точно не только в путешествиях. Ага. Это же такое, смысл жизни там. Ну, каждый сам выбирает, понятное дело. Там. Но у меня вот лично в семье, вот самореализации какой-то, там, чем-то заниматься, получать удовольствие, коммуницировать с другими людьми, вот, общаться с новыми людьми, интерес поддерживать, вот, по какой-то карьерной лестнице расти. И путешествовать в том числе. Вот. Но это точно не самая главная цель жизни. Рашид, у тебя какие мысли насчет этого? М, Ну, получается, путешествую я всегда для того, чтобы получать какие-то новые эмоции. Часто говорят же, что а, можем потратить свои деньги, вот, сидя дома, я не знаю, там, на машину, на квартиру, либо же вот поехать и потратить деньги на путешествие. Вот наши родители так не делали. Они вот как раз вот на дом, на семью, но не путешествовали. А современная молодежь, они все стараются выезжать. И они делают, мне кажется, это не зря, потому что это действительно приносит большую пользу для души человека. Ты развиваешься, ты узнаешь новый мир, получаешь кучу новых воспоминаний, которые можешь потом уже находясь здесь,
вспоминать их. И вот многие еще же говорят, типа, потом, когда вот состарюсь на пенсии, Мгм. Мгм. и тогда буду путешествовать. Но мы не понимаем, что мы гробим свое здоровье, и к пенсии уже, может быть, не сможем путешествовать. Мгм. Нету гарантии того, что мы до пенсии доживем Да, даже, да? конечно, конечно, это 100%, да. Но, да, мы в путешествиях обучаемся много по-любому. И даже я бы порекомендовал молодежи даже не просто а пожить в других странах. Вот. Мгм. Потому что все равно вот сколько я общаюсь с ребятами, кто хоть чуть-чуть был за границей, жил за границей, как будто ментальность все равно отличается, мышление, образ мышления. Потому что все равно каждая страна индивидуальная, а мы, люди, мы не сами же себя делаем, нас среда делает. Вот окружающие люди, Мгм. среда, в которой мы там живем, не знаю, родились и так далее. Вот и, допустим, среда очень сильно влияет на людей, вот, ну, страны конкретно. Вот, и они потом приезжают уже другими, могут под другим углом посмотреть на какие-то проблемы Казахстана. Мгм. Вот нестандартное мышление появляется. Для Казахстана это нестандартное мышление. Какая-то уже насмотренность какая-то. Насмотренность, да. Вот. Вот, Поэтому э, порекомендовал, да. а если поговорить про вашу деятельность? У вас же, получается, идет блогерство, Мгм. travel-блогерство. Сейчас молодежь, вот недавно вот я тоже репостил один рилс касаемо того, там, вы проект сделал, набор, или как там, э, список самых влиятельных, что ли, блогеров, тиктокеров, и там в основном, говорит, развлекаловка, где, типа, представители науки, представители Все, культуры и помню, я так видел далее. это видео. Да-да-да. Вот, то есть, если действительно спрашивать у молодежи, кем они хотят быть, как они видят свое будущее, они в блогерстве видят какую-то, не знаю, универсальную тему такую, что можно Мгм. легкие деньги заработать, что можно быстро подняться и стать популярным. Это правда же. По сути. Ну, как бы, может, это плохо не было, да. Так и Ну, есть на такой самом мир деле. у нас Ага. сложился. Вот. Но все равно это может казаться легко, но это не так легко, как кажется. Вот-вот, я к этому и веду. Я к тому, что, ну, первая часть вопроса того, что а, почему бы не популяризировать тему науки, действительно, науки, медицины, того, что можно развить, потому что действительно этот парень правильно говорит, что в Да. период ковида нам понадобились люди, которые работают руками. Мгм. Ну, просто 100%. здесь очень сложно, на самом деле. Но можно сделать это. А, Взять того же, например, Улана Усенова, он учитель химии. И вот как он придумал с помощью entertainment, то есть развлечений, Да, 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 да. подавать людям науку. Мгм. Но не все так могут, как он. На самом деле он как бы просто творческий человек, параллельно с тем, что он еще и науку понимает. А в основном те люди, которые занимаются наукой, они не, как сказать, не раскрыты, боятся камеры. Ну, как бы им еще много других вещей нужно над ними работать, чтобы вот они смогли выступать на камеру легко, Мгм. придумывать какие-то идеи. И, к сожалению, реальность такова, это даже вот еще с телевидения я помню, что рейтинги приходят только когда развлекательные Мгм. информация, развлекательная информация. А если это что-то серьезное, я делал там репортажи научные о проблемах науки и там еще что-то, все, тут же рейтинги падают. Мгм. И Ну, да. как только начинаешь умничать про там то, что зачем вы на фин-пирамиду, например, деньги даете, вы реально верите, что там вам вернутся эти деньги, легкий этот заработок вам вернется, тут же тоже люди не смотрят такое. Это вот мне сегодня только Дина Толюберген из КТК сама рассказывала. Я вот хотел сказать, что у нас в науку мало вкладывают денег. У нас есть очень много еще с советского периода вот эти научные институты, и если к ним заглянуть, у них там света нету, они не работают, и просто к ним, если молодые люди приходят, господи, куда я попал, 40 тысяч тенге зарплата у самого преподавателя, ему вообще незачем преподавать, ему прожить бы. И в целом никакой науки нет в Казахстане, поэтому как бы, возможно, она и так плохо развивается. И если, мне кажется, если бы было гораздо больше денег здесь, и Мгм. как-то это еще вместе скоординировали с интертейментом, например, не знаю, тот же самый Казахфильм, и больше снимали бы вот о науке, и тогда бы у нас это больше развивалось. Сразу Интерстеллар откликается у меня. Но, с другой стороны, сейчас время глобализации. Контента много на английском про науку. Если бы хотели, поглощали бы.
Ну, у нас Но у хотят... нас, в принципе, Люди сами хотят entertainment, это факт. ну, у нас поглощает. Ты же вот только что говорил, IT как у нас развивается. Ну, смогли Цивилизация. же? Насчет ТикТока еще говорят же, что в Китае вообще другие алгоритмы. Они Вот я, больше кстати, насчет нацелены. этого не знаю, правда нет, но возможно так и есть. Там Возможно. вообще другое приложение. Да, там другое. Там не Я его TikTok. видел. Там этот Douyin. Да, честно, много фейков, я иногда не верю. Типа там вот эта информация, что ограниченное количество времени использования, да? Да-да-да. Контент. Контент, и Я не они в знаю основном насчет на этого, но я развитии. сомневаюсь. Нет, есть так. У нас скоро Это в факт. ТикТоке появится тоже. Ну, для детей. А, Да? У нас правительство с ТикТоком хорошо сотрудничать начало, да? Сразу же на казахский перевели. Сразу. ТикТок сам, Это если TikTok, честно. да. ТикТок сам, ну, в этом плане молодцы. Вот Мгм. они сами двигаются, то есть сами коммуницируют, советуются, общаются, митапы проводят. Да. Вот. Но это во многом благодаря тому, что именно в ТикТок в Казахстане начал хорошо развиваться. У нас очень много крупных блогеров, ТикТок Хаус, и все они крупнейшие по СНГ. Мгм. В России вообще ТикТок сейчас не работает, поэтому мы в СНГ первые по-любому. Мгм. Да. И, естественно, они сюда свое внимание обратили и развивают этот рынок. А вот касаемо блогерства, Мгм. да? А, Это иллюзия, то, что это приносит легкие деньги. То, что здесь вообще, ну, только может просто пилить контент, Мгм. делать на месте монтаж там и подписывать рекламные контракты и жить нормально. Мгм. Ну, то Да, есть иллюзия. иллюзия. Факт. Я Ага. потому что сам, я бизнесом занимался. У меня в Америке был бизнес, в Казахстане сезонный бизнес. И сейчас смотрю на ТикТок, на свой аккаунт, как бизнес. Потому что это бизнес. Мы брали риски, мы где-то там что-то не делали, а снимали контент. Это большой риск. Не факт, что там возврат будет, правильно? Да. Там одно дело снимать контент, другое, совсем другое дело заниматься коммерческой частью. Там с компаниями договариваться, соглашения подписывать. Там. Да. Это Я вообще знаю другая много работа. блогеров, которые вроде супер популярны, но они вообще не Да, зарабатывают. очень Они много. зарабатывают просто подработкой где-то, кому-то там Мгм. контент снимают дополнительно для бизнеса, Мгм. для их аккаунтов. Может, так вот подрабатывают. Ищут различные варианты, как заработать, но не у всех получается. И блогинг все равно бизнес. Почему? Потому что ты можешь увеличить свои там доходы, там, чистую прибыль. Это как карьерная лестница, даже можно сказать. Подписчики растут, но ты над этим всем работаешь. Позиционирование строишь, то есть Я упаковываешь вот свои- помню, ты, получается, занимался бизнесом, Мгм. ты продавал, кажется, елки, да, и тюльпаны, и потом ты Я успел. решил, что полностью откажешься и Да. уйдешь в блогинг. Потому что это сезонное было, и сезонность, постоянства же нет сезонности. Вот А там сейчас были у тебя, по-моему, сезонности. столовая, да? Сейчас столовая, да, но я все равно фокус 90%, 95% в блог. Потому что я считаю, что это мой бизнес, я на нем фокусируюсь и пытаюсь его взрастить. Да. Сколько времени у тебя ушло на то, чтобы вот начать зарабатывать? В ТикТоке, Да. ну, наверное, мы что, сколько, 1,5 года, наверное, ничего не зарабатывали, да, мы? Мы примерно одинаково начинали. Мгм. И мы помним ребят, которые начинали с нами, там больше половины уже нету. Они просто слились. Это как в бизнесе. Кто-то начинает бизнес, и большинство сливаются. Потому что там нужно постоянство. Это все равно, ну, кто бы как ни говорил, ой, легко там видео снять. Один раз, окей, можете снять. Залетит оно на 1 000 000 просмотров, окей. Через месяц вас никто уже не вспомнит. Это каждодневная работа, каждодневная. Это даже работа не на полную ставку, а просто жить надо в блогинге, Да, получается. очень Да. много. Ну, мы устаем даже, Ага. спим немного тоже. Не высыпаемся, да. Поездки постоянные. Вот. То есть для молодежи это Да, Это это иллюзия, может да? им казаться, типа, классно, легко, иллюзия. Да, на самом деле полноценная работа. да. Да, очень сложно. Тем более сейчас еще очень много, вот благодаря ТикТоку тому же самому, выросло количество людей, которые могут создавать контент. И мне кажется, рекламодатели, там, например, понимают, что я могу сейчас вот этому человеку, там, мини-блогеру за 5000 тенге лучше сделаю, чем как раньше, там, другим заплачу побольше. И из-за этого как бы тяжело конкурировать даже самим блогерам. Мгм. То есть сейчас акцент, кажется, делается еще на микроблогеров также, да? У которых там Маркетологов Да, у по 5, по мини-компаний. 10 это тысяч зависит подписчиков. от целей компании. То есть Да. есть
допустим, в маркетинге в целом, когда они рекламируются у блогеров, две цели. Малый такой средний бизнес фокус делать на продажах напрямых. Вот, возможно, но не факт, что Мгм. микроблогеры в этом плане лучше, а другие крупные компании, Coca-Cola, им нафиг не нужны продажи. Им нужны охваты, им нужна узнаваемость бренда. Они делают там потом количественные, качественные исследования, выявляют там top of mind, вот эти все понятия, ну, маркетинг. А, Вот это для них важно. Там Samsung не нужны продажи, им нужна узнаваемость, повышать узнаваемость. И Продажи как раз по-любому есть. таки, да, вот такие блогеры большие, они делают узнаваемость, да, вот. То есть фокус на этом. Потом продажи идут у них, соответственно. А как вообще география влияет на личный бренд? В целом, обязательно ли ездить в большие города, мегаполисы, чтобы выстрелить и попасть в топы, вот, в рекомендации? Мне кажется, не обязательно. Ну вот Авди Симпай, А в помните? Дисимпай, да. Он доказательство, В он ауле серия Джамбылской области. стал популярным на весь Казахстан. Мгм. Потом, помните, русская девушка, кажется, из Кустаная тоже делала приколы, и в Кустанае она сейчас, кажется, популярной. Ну, я с ней не общался, но у нее быстро 1 000 000 подписчиков, кажется, там Кстати, да, становится. тот же Авди Симпай интересный кейс, что он так в микс стал популярным, а потом у него нет навыков, у него нет системности, дисциплины, возможно. Он же молодой был, честно. В таком возрасте очень сложно это все удержать. Ну Да, и да, все. да. И сейчас, я честно, я даже не знаю, что он. Сейчас непонятно, да, что происходит. Ну, где он, кто он. Я не знаю сейчас, что с ним. Но я У понимаю, него что что-то это... случилось с аккаунтом в целом. А, Кажется, удален. что не знаю. А если У него собрать, сейчас 200 тысяч, 300 если тысяч. собрать топ из топов, получается, ну, географически, кто сейчас лидирует? Алмата, Астана? Ну, Алмата бесспорно лидер. По-любому. Как и в творчестве, получается, да? Вообще Везде, да? там отрыв. Я со Астаны я переехал. То есть я тоже взял риск, переехал со Астаны в Алмату, потому что вся блогерская тусовка в Алмате. В Астане Да, блогеров по пальцам пересчитать. да. Там прям требуются блогеры. Я ездил в Астану, и мне просили остаться там. Мгм. Ситуация поменялась где-то, ну, с 2017 года примерно. Вот. Тогда реально вот только-только вот Ой, в Теретима. 2017 году Там, я там, вообще не был блогером. В 2017 я был в Дубае, конечно, работал там. Это же ну блогером вот, не был. просто же мы же просто юзали, получается, интернет, там, Инстаграм, и там только начинали, кажется, вот Теретиму начинал там, по-моему, еще кто-то, я уже забыл. А ситуация с того времени, я могу как маркетолог сказать, очень сильно изменилась. Да. Если раньше был фокус на подписчиках, то есть у тебя 500 тысяч подписчиков, все, ты крутой. Сейчас у тебя, если 500 тысяч подписчиков, не факт, что ты выложишь видео и будет там 20 тысяч просмотров. Сейчас вот система рекомендаций появилась благодаря ТикТоку. ТикТок пришел, он все поменял. Он поменял Инстаграм, он поменял YouTube. Сейчас система рекомендаций решает. То есть, на самом деле, у тебя даже быть может 10 подписчиков, 0 подписчиков. Вот в ТикТоке, в Инстаграме ты можешь закинуть рилс в ТикТок, миллионы просмотров набрать. Ты можешь быть блогером-миллионником, закинуть видео, оно у тебя не наберет и 50 тысяч. Нет, Все оно здесь дурацкое. я бы добавил, что тут обращают внимание уже, кроме этого, на какой-то авторитет. Нет, как это слово? Типа, не заморал ли ты еще свою историю, что Репутация. репутацию, да. Ага. Репутация блогера важна вот сейчас. Кстати, про репутацию. Вот когда вы, получается, берете рекламу, да, рекламные контракты подписываете, сейчас же уже начали же обращать на это внимание, да? Вот если там, если вспомнить вот Миржан Турибаева, да, Мирхана Ширнязова, помните же, да, вот недавно Да, им дали по конечно. 5 лет. То есть как вы определяете вот своих рекламодателей? То есть кого можно рекламировать, кого нельзя рекламировать? Ну, у нас вообще строгий в этом плане. Ставки точно нет. Там пирамиды, конечно, вообще нет. Там, даже инфобизнес тоже нет. Алкоголь, Ну, это понятно, да. это Да. все тоже нет. Да. Но иногда тяжело понять, приходит разный бизнес под видом хорошего. Ты начинаешь общаться, вроде бы есть какое-то Да, и риски доверие, есть и всегда. рискуешь, постоянно общаешься Но с все равно этим людьми. делаешь еще. Что-то строительная компания приходит, хотят рекламироваться. Я обязательно стараюсь максимально сделать ресерч. Но иногда бывают такие, вроде предложения, вроде компания такая, знаешь, популярная, знаменитая, большая, и деньги хорошие предлагает, но у нее репутация плохая Мгм. в стране.
Да. То есть вроде бы ты популярный, вроде бы приходят рекламодатели, но подводный камень состоит в том, что репутация может быть И испорчена компания. Мы компанией. тоже смотрим на репутацию компании. Да, еще Даже если она легальна, она легальная. Она в Да-да-да. легальной сфере работает. Да-да. Мгм. Прям проверяешь четко. Еще сейчас букмекеры придумывают различные, у них маркетологи лучшие работают, конечно. Бывает так, что они зовут на мероприятие, оно вроде образовательное, крутое, ты такой, о, классно, давайте я пойду туда, я вам сделаю рекламу в сторис. Приходишь на само мероприятие, оказывается, оно организовано полностью букмекерами, короче. Такой, Мгм. ё-моё, Вот куда недавно ты у меня так зовешь? было. Меня пригласили, Мгм. друзья. Вот. Дружественная компания. Но я тоже чуть-чуть не понял этого Это момента. хитрый план такой, маркетолог, ты, Там получается, блогера обманули. везде эти баннеры. То есть Мгм. ты чё, где не снимешь, ты это снимешь. И там приходится потом монтаж делать, и это все там, не знаю, стирать, зачеркивать. Ну, бред. А вот как вот с позиции блогеров, Мгм. как вы вот вообще оцениваете свою роль в формировании какого-то общественного мнения? Мгм. Как вы оцениваете? Ну, я сейчас начал очень активно прям проявлять позиции какие-то, Мгм. в которые я реально верю. Допустим, вот я верю, что букмекерские зло, зло, зло. Я прям это озвучиваю, против прям позицию ставлю, вот говорю об этом. Я верю, что нельзя рисовать там на достопримечательностях в стране. Говорю, недавно вот кейс был с шарами в Актау. А Слышали? что В там было? Мангостауской области вот, получается, в Мангостауской области есть одно из главных достопримечательностей в целом в Мангостауской области. Вот такие идеально круглые шары. Все, я видел. Да. То, что их уносит, да? Ну да, это же я снял, Да-да-да. поднял эту тему. Мы оказались в нужное время, в нужном месте. Мы туда приезжаем, и просто чуваки на этих грузовиках увозят камни. Мы говорим, что за фигня? Гида спрашиваю. Он говорит, вот они себе домой забирают. Домой забирают сад, да, такой, да, Да, поставили. бизнесмены там все дома ставят. А там я был уже на этом месте год назад. Я смотрю, идеально круглых шаров практически нет. Количество этих шаров уже прям меньше, очень маленькое. Мы сразу это сняли, озвучили. Там прокуратура, по-моему, на следующий день отреагировала, обязала вернуть все шары назад. Мгм. Я не Интересно, знаю, как они насколько будут это отслеживать это? исполнилось, Да. но недавно меня подписчица отметила Каспиан Ривьера в Октау. Отель. Перед вашим стоит, мне скинули видео. Там стоят эти шары перед их отелем. Вот. Мне кажется, это зашкварно бизнесу ставить еще вот эти вот, после всех этих, ну, скандалов, шума, ставить эти шары. Ну, это зашкварно. Если это так, уберите назад, верните. Верните Верните шары, да? шары. Да. Ну, это еще не проверено, может быть, это не те шары, может быть, они сами. Очень похоже на это. Очень похоже. А вот в политике, допустим, Мгм. вот, к примеру, как вообще становятся блогерами, да? Ну, ты сначала простой человек, который начинает свой путь. У тебя есть какие-то убеждения, к примеру. А со временем, как ты уже набираешь подписчиков, как ты становишься более популярным, у тебя же остается вот это вот свое мнение, своя позиция относительно чего-то, допустим, Мгм. относительно политики, Мгм. относительно каких-то моральных принципов. Мгм. Меняется ли? Но ты уже, мне кажется, осторожнее становишься в высказываниях, потому что ответственность больше. Ты Вот. просто можешь сам ошибаться в каких-то там своих, в какой-то своей позиции ты же можешь ошибаться, по сути. Ну Мы да. же не идеальны, мы же не супер гений, Да, да, да. который все понимает. Поэтому, где я сомневаюсь, я лучше промолчу. А вот где я уверен, то, что нельзя рисовать, нельзя мусорить, я это озвучиваю и говорю. Мгм. Уверен. А вас просили высказываться насчет политики именно? Но меня лично не просили, покупают рекламу. У блогеров покупают рекламу. Мне лично 3 раза предлагали. Мгм. Это ты про что? И выборы президента, и референдум, и маджлис. Вот Мгм. за последние 1,5 года 3 раза было. Да, я пропустил. Ты принял что-то? Нет, нет, Отрекламировал? нет. Ага. Я Значит, же я говорю. я не Не, я увидел. говорю, Вот это надо договаривать. Ну, блин. Ага. Ой, Рашид, у тебя как? Да, у меня то же самое, если честно, я вообще стараюсь в политику не лезть, не Да, принимать рекламу, конечно. связанную с Мгм. политикой, там, депутаты и так далее. Мне тоже просили рекламу, я категорически сказал нет. Я беру в основном только у известных брендовых компаний, если рекламу беру.
Вот. Даже политику Насчет обсирать. политики, конечно, я близок к ней, потому что я как журналист, я новости рассказываю часто в своих Мгм. блогах, но тоже я стараюсь как бы не задевать сильно политику в своих новостях. Мои новости, они больше про другое, наверное, про поучительные какие-то истории там для моих зрителей. М, Что-то Мотивирующие, мотивирующие истории, вдохновляющие. вдохновляющие, да. Я такие беру новости. Да, мы можем менять мир, не обязательно лезть в политику, чтобы менять мир. Вот нам. Ну, то есть, Ага. я не говорю про общее общество. Конечно, должны быть люди, которые должны заниматься политикой. Вот, но лично я считаю, что я могу улучшить Казахстан, мир, не обязательно. Нет, Конечно, где я могу, я точно знаю, там, я критикую, да, я власть. тоже критикую. Социальные какие-то вещи легко говорю. После январских событий это легче стало вот в жаңа Мгм, Казахстане, мгм. так скажем? Честно? Да, мне кажется. Все, многие, наверное, захейтят. Ну, по факту уже легче стало. Все начали там говорить, не боятся уже там фамилии называть, Назарбаев. Там. Раньше такие, что там, как-то назвали там, Замудрено. Сейчас, как Волан-де-Морт был. Сейчас все спокойно начали говорить, адекватно ж, правда же? Там, ну, реально блогеры появились, прям такие очень оппозиционные, гоняют. Да, смелые. Акимов, Асхат, да? Привет, да, Асхат. реально. Убирают их с должностей, это же капец. Не, ну здесь это совсем другая история. Асхат даже во время... Он тогда работал на 24-ке, он тогда делал уже про Акимов, даже на Ну ладно, телеканале да, 24, получается. ну сейчас это И прям сейчас он очень... просто перешел уже в свободное плавание А и может быть, продолжает этим свобода больше заниматься. стала? Нет? Ты не Ну, думаешь? нет, это, мне кажется, не с ним связанная история. То есть свобода стала, да, а он как бы... Ну все. Да, и он тоже, возможно, пользуется какими-то, то, что стало свободным. Ну Ну, к вот я примеру, про это и сейчас, говорю. допустим, блогеры, они не сильно рискуют, если будут открыто высказываться насчет своих позиций, там, Ну, политических... смотря каких, я думаю. Да, смотря каких. Если без экстремизма, оппозиционным можно быть человеком. Мгм. То есть до сих пор смотрим с осторожностью в эту сторону, да? Да, по-любому, Ага. осторожно. Ну, откровенно говорим, да, честно. Ну, так и есть, да? А сколько лет или сколько поколений должно пройти, чтобы мы были более такими открытыми к таким вопросам? Как считаете? Вот Я чисто думаю, личное мнение. я про это тоже думал, сколько лет, сколько поколений. Я думаю так. Мы же все биологические существа. Вот. И вот это поколение, 50 плюс лет, оно же даже не 50, сейчас у власти люди 60 плюс, правильно же? У нас, если 60 плюс? посмотреть, президент, там, Ажилис, все, там 60 плюс сидят. Они биологически через лет 15 должны 90% умереть. Ну, по статистике. Как бы грубо это ни звучало, это Да нет, биология. здесь же Не-не, и по-другому потом... все. Это что-то Да, по-другому ты мне происходит. хочешь Смотри, суть сказать, в том, что потом их есть... дети станут. Нет, Да? уже есть молодые депутаты, мы знаем их Ну, имена. Они уже там находятся, и они крутятся уже в этой шайке, получается. Кто там, например, да. он хочет быть в команде этого или в клане того, и... То есть это просто цепочку нужно каким-то образом оборвать. Она может быть бесконечной, если ее так оставить. Это должно произойти, значит, не так, что мы все вот постоянно кого-то критикуем. Мы должны, каждый из нас, в том числе вот люди, которые там у власти, они такие же, как и мы, люди, такие же вот, не знаю, в школе вместе с нами учились, кто-то из нас, в универе реально скажу, что сейчас некоторые люди у власти, они учились вместе со мной в универе. И вот просто каждый из них должен взглянуть в самого себя, изменить себя. Вот как в этой книге «Изнутри наружу». Вот здесь так и написано, кстати. Изнутри наружу должен взглянуть и изменить себя. И тогда весь мир начнет меняться. Сори. Все нормально. Я забыл, что сказать, что нельзя микрофон трогать, да, такой? Окей. Что? Он проверяет звук. Турлубек. Да, и вот когда они умрут, я думаю, биологически их никто не убьет, ну, никаких там угроз. Просто это Что биология. естественно, то Мы не все умрем, безобразно. конечно. Вот. А в этом Ну, В этом это смысле точно здесь что-то мы, изменит. конечно, не политологи вообще, не специалисты в этом. Но я в такие моменты вот вспоминаю, всегда пример дают Грузию.
там, кажется, да, случилось, А, когда кстати, ну Саакашвили Саакашвили, да. взял полностью всех, просто убрал завтра, чтобы вот не приходили на Хирургический работу, метод, да. и просто всех новых людей Да, поставил. есть кейсы. Ну, типа, а что мы должны ждать реально 20-15 лет? Это же капец много так. Это очень много. Ну, а вот в Сингапуре, ну, есть кейсы в мире, да, когда так было так быстро. Казахскоязычный контент. Насколько сейчас активно продвигается казахскоязычный контент? Мне кажется, очень, очень, Сейчас очень по-любому активно. под комментами у меня будет, а что эти три казаха на Да, русском да, разговаривают? ага. Қазақша сөйлеңдер. У меня часто такие комментарии появляются. Мгм. Да. Мне кажется, сейчас казахскоязычный очень контент Қазақша продвигается. білесіңдер ғой, да? Білесіңдер? Я, честно скажу, плохо говорю. Вот. Рашид, Что говорит? тілшісің ғой енді. Жоқ, мен қазақша жақсы сөйлей алмаймын. Мгм. Себебі 9-шы сыныпқа дейін тек қана орысша сөйледім. Сосын сол 9-шы сыныпта оқып бастадым. Жақсы сөйлеп тұрсың ғой? Күшті сөйлеп тұрсың ғой қазақша. У нас всегда говорят, что Уральск, он западный, он там, типа, русскоязычный город. Но я могу с этим поспорить. Да, я тоже. Заметили, да? Да. Что у нас с каждым годом вот он становится намного... Он и был казахскоязычным. Мгм. Ну, до того момента, как я себя помню, до 2000-х, наверное, до 2011 вот они... Я вот помню, я вот сам в этой среде вырос, но у нас есть такой стереотип в Казахстане, что вот мы находимся где-то там, за 2000 километров от Астаны, ближе к России, и вот у нас все русскоязычное. Нет. Мгм. Бізде қазақша жақсы сөйлейді. Мгм. Ну, насколько, кстати, у вас процентаж какой-то есть, примерно, понимаете? Сколько недавно было? Аскар Агай был у подкаста? У нас был историк, получается, в подкасте. Он очень хорошо в этих вопросах разбирается. В какой-то перепись населения был, говорит, 84% у нас на Западе казахов, получается, уральские. Ну, я вот сам вырос в Акмолинской области, в поселке, и у нас там большинство разговаривало на русском языке. И потом в какой-то момент просто начало больше приезжать казахов, вот там переселение и там из Монголии, из южных регионов. Они вот к нам стали заселяться. Мне кажется, тоже сейчас там уже более стало как бы большее количество людей, которые на казахском языке разговаривают. А в Алмате в целом? Алмата, Астана, те города, которые ставят контент. От окружения. Да Мгм. нет, ну в целом, А вы вот между собой разных общаетесь вообще? мира. Два разных мира, да, не Это общаетесь? реально два разных мира. Ага. Казахскоязычный контент. Не, мы, кстати, общаемся, но не прям так, что масштабно. Есть ребята, которые чисто на казахском говорят, но я с ними дружу. Я Да. общаюсь. И мы, когда с ними мы вместе общаемся, мы двигаемся понимаем, и что снимаем разные темы вообще в Ну, не целом. знаю, даже дружу с ними реально. При этом они... Кто-то там принципиально не говорит на русском, кто-то не может говорить на русском. Мгм. Все, мы все равно все... Но есть такое, что чуть-чуть другой мир. Русскоязычный контент чуть-чуть другой мир. Ну, они разделены чуть-чуть. Вот. Но там где-то смежная часть есть, где сталкиваются люди. Я скажу, что растет все равно. Растет очень сильно. Даже вот раньше было вот в журналистике такая вещь, что сначала создается новость, статьи на русском языке, потом переводится на казахский. Сейчас уже, Кудайға шүкір, растет наоборот, Мгм. получается. Мгм. На русский переводится с казахского. Да. Есть прям даже там, не знаю, обзор казахоязычной прессы. Или там Тревел-блогеры на казахском. Мгм. Сейчас есть очень некоторые там популярно. телеграм-каналы, которые на казахском языке, тоже и там некоторые берут оттуда. Вот так и скажу. Сейчас в целом, если посмотреть, насыщенность по контенту вот в плане тревел, да? Все-таки на русском больше тревел контента, по-моему. Ну, чисто субъективное мнение. Ну, и, нет, если в блогинг уходить, Но- там вообще другая история. да. Но мы про блогинг же сейчас говорим. Нет, я Но вот при этом, если посмотреть на лояльность аудитории, казахскоязычная аудитория очень-очень лояльна к своим блогерам. Очень лояльная, да. Очень лояльна, да. И да. в русскоязычном контенте нет такого, потому что много блогеров. Недавно, в апреле, по-моему, я был в Астане на форуме, получается, Казахфорум. Был такой интересный форум для, получается, представителей казахскоязычного контента, кто делает контент на казахском языке. Было очень интересно. Я там, действительно, я хорошо знаю казахский язык, но вот спикеры так красиво на нем разговаривают. Адиби казах тілі бар емес пе? Я раньше читал чисто вот такие книжки, получается, адиби. Я думал,
кто-то вообще разговаривает так красиво. Но я всегда думал, ну, по книжкам интересно очень, можно так почитать. Но когда ты даже сам разговариваешь на казахском языке, то у тебя идет больше бытовой казахский. Но там так спикеры красиво, да, литературно разговаривали, я думал, и это очень сильно поддерживалось. То В есть, Астане. А кто да, организовал? Казахфорум, получается, это вот такая организация, и при поддержке посольства США. Красавчики США. Да. Вот за это Там, респект. кстати, Капец. да, там еще выступал сам посол США, получается. Мгм. Он вот как, ну, как открывал, получается, это мероприятие. Ну, в целом, и были такие ребята тоже, которые делают чат GPT перевели на казахский язык. Ничего себе. Да, и там все это было продемонстрировано, вообще было интересно очень. Кстати, да, я какие-то песни переводил через чат GPT. Сказка переводил. Он Мгм. переводит, прикинь? М. То есть, если, допустим, есть ну, обычный чат GPT, который мы все знаем, они просто сделали что-то другое. Необычный тоже понимает сказки. Обычный знает сказки. Мгм. Кто-то же недавно рекламу снимал насчет с этим. Текст, который написал Да, ChatGPT. казахский текст, который написал Хахашоу. Хахашо. Кім еді? А, не Хахашоу. Сарвала. Сарбала, блин, от Мутхоудр. Вот как мы далеко находимся от Алматы и Астаны, короче. То есть сейчас казахскоязычный контент, он очень сильно набирает обороты. Вот, даже сейчас подкаст, сначала я начинал на русском языке полностью, все выпуски, а потом я тоже слежу, получается, за трендами, что в будущем идет. И в целом я смотрю, что аудитория, казахскоязычная аудитория, она тоже смотрибельная, она то, что смотрит, много смотрит, очень много людей. И я решил действительно переключиться, потому что мне на казахском языке также комфортно. Могу и так, но в целом вот такой форум, он, который, по-моему, 4-й раз или 6-й раз, я, если ошибаюсь, поправят меня, организовывается, но организация была на высшем уровне. Действительно, там очень много ребят, про которых я не знал до этого, делают очень крутой контент. Ну, Да. даже если взять чат GPT, который Не, на казахский перевели. если ты можешь на казахском делать, конечно, надо делать на казахском, по-любому. Считаю. Да. Но при этом, если ты делаешь на русском, не знаешь, что ты черт. Ну, даже, ну, реально, ты можешь очень полезные вещи для страны делать, делая контент на русском. Вот. А вот, Рашид, ты Даже- только что сказал за кадром. Ага. Прости, перебил. Ага. Если хочешь делать на казахском, разделяй аккаунты. Да. Вот, к примеру, блогеры с большими аудиториями могут так делать? К примеру, вот Асет, ты бы мог так сделать, к примеру? Вот ты учишь Мгм. казахский язык и хочешь взять и начать делать контент на казахском. Ты бы разделил Да, конечно. аккаунт Я бы или то- все вместе вел бы? На том аккаунте я бы не вел, потому что там аудитория, 820 тысяч человек, они смотрят контент на русском. Да. Там адекватно у меня есть там с Украины ребята, они же не знают казахский. Ну как Да. они будут смотреть? То есть, таким образом, если ты начнешь внедрять в свой аккаунт слишком много на казахском языке роликов, и там будешь отказываться от русского, то будут, получается, отписки, дизлайки, и, получается, аккаунт перестанет расти. Качество аккаунта ты ухудшишь, Упадёт, просто да. упадешь там. И получается, что нужно, вот как я говорю, создавать отдельный аккаунт на казахском языке и его развивать. Кстати, тебе подсказка для этого. Ты уже сейчас можешь использовать вот искусственный интеллект. У Доната, кстати, спроси. Можешь загружать туда видос, он полностью на казахский переводит, причем озвучивает, и еще на чистый казахский переводит. Классно. Ну, в плане, допустим, ну, желания, да, допустим, или в плане, допустим, даже маркетинга, насколько тебе это выгодно было бы? Точно не знаю. Да, ну, блин, тяжело, это очень... Просто маркетинга даже не чувствует, цифры. Надо смотреть цифры. Но сейчас, как я вижу ситуацию, те, кто делает контент на русском, зарабатывают больше. Вот так. А если тенденция поменяется? Опять же, почему? Скорее всего, без обид, там, или ничего, там, целевая аудитория русскоговорящая, она больше с деньгами, чем... Не знаю. Не знаю, мне кажется, наоборот, мне кажется, казахоязычная аудитория, Больше богатая, чем русскоязычная. они достаточно богатые тоже. Тоже много бизнесменов в этой отрасли. И поверь мне, сейчас их как раз гораздо больше.
У меня много знакомых как раз занимается Ну, бизнесом. в И на городах, в казахском Алмате. Да, в Алматы вот так. И вот что я хотел сказать, получается, что блогеры на казахском языке, они тоже хорошо зарабатывают. Да. Потому что А, те маркетологи, которые к тебе обращаются, поверь мне, они в тот же момент ищут, кому бы еще на казахском языке дать эту ну, рекламу. сейчас это началось, кстати. Да? Недавно же началось? По идее. Кстати, как раз-таки на этом форуме, вот Казахфоруме, говорили насчет этого. То есть раньше в основном обращались к русскоязычным блогерам, и сейчас уже, говорит, типа, требуют, либо ты можешь по выбору, то есть ты можешь выбрать, можешь либо на казахском сделать рекламу, либо на русском. Да, кстати, вот реально, если вот казахский язык ты знаешь, ты можешь легко, мне кажется, собрать аудиторию на казахском, потому что не такая прям большая конкуренция там по количеству контент-креаторов. Не так много контент-креаторов на казахском языке, и там в плане конкуренции полегче, наверное, будет. Да. А если чуть-чуть взглянуть в будущее и на себя примерить это, да, к примеру, в будущем, если цифры поменяются, твои действия, Цифры насчет чего? цифры насчет рекламы, насчет заработка, ну, в Мгм. целом, мы же про деньги, если Да, да. Но мы в целом не кладем яйца в одну корзину. Мы параллельно еще пытаемся развивать различные отрасли. Ну, например, у меня есть параллельно проект, мы шьем рюкзаки. Рюкзаки, которые превращаются в куртку. Кстати, я видел это. Да, да, да. Ага. Ну, этот проект, правда, он у нас еще все еще продолжается на стадии шитья, потому что у нас в Казахстане очень сложно найти швейный цех, который будет это пошивать на заказ. Они в основном привыкли делать все по госзаказу и делать это некачественно. И, ну, получается, сразу деньги получают, и все быстро-быстро отработали, и все. А когда на рынок надо работать качественно, ну и сэкономить, подешевле сделать, чтобы как бы мог себе позволить любой казах, вообще любой казахстанец эту куртку, они уже не могут. Получается, в итоге мы сейчас вот приходим к выводу, что нам придется немножко делать ее, как сказать, более среднего класса, что ли, или более элитную эту куртку. Тогда мы сможем сшить ее качественно и вот, делать этот бизнес. Мгм. Вот. Ну, получается, этот бизнес есть, еще другие Не, мысли. мгм. Сейчас в целом, получается, вот Ну, сам вопрос про блог тоже именно так же. был, если так подумать, про блог. Мгм. Если сейчас пойдет такая тенденция, в ближайшие 10 лет, допустим, через 10 лет будут искать для рекламы казахскоязычных блогеров, уже русскоязычные, аудитория начнет спадать, будет менее привлекательна для маркетологов. Сейчас быстренько. Да, да, да. Грубо, Нет, я правильно, я в такой понял. ситуации, ну, очевидно ответ, или ты начинаешь на казахском что-то Да, да, да. учить и делать, или ты сливаешься, все, и ты я- пропадаешь. Либо адаптируешь, либо нет. Да, Я, да, кстати, и уже, выбираешь, я, да? кстати, уже готов адаптироваться, если что. Да, Нет, На- кстати, у тебя на- классно Да, получается. я получается, на ты казахском языке делал даже уже рекламу. да, он, допустим, может, а мне, мне надо будет постараться. А у тебя нет блока, у тебя есть барьер? То, что на казахском говоришь, и вот очень стесняешься, потому что, допустим, русский на казахском будет говорить. Ну, скажу, о, красавчик, что-то старается. А если казах на казахском, пипец Это вот просто. это мы с тобой за кадром не рассказали. Мгм. Получается, у нас чаще всего хейтеры появляются вот именно, когда ты пытаешься говорить на казахском языке в своем блоге, появляется вот 10% этих людей, которые скажут, что ты делал последние 29 лет на этой земле, до сих пор еще не выучил казахский. Я курсын сөйлемей ақ қой, короче. Одолжение не делай, деген сияқты ма? Да. Насколько это вас задевает? Ну, сильно, да? Ну, я к И тому, что... всех людей задевает именно хейт. Да, меня? Но мы там, и благодаря нашей как бы Мгм. профессии, мы уже научились с хейтом бороться. Ну, где-то внутри. Ты просто уже... Да, как да, да. бы, То, что я не говорю на казахском, это моя проблема. Вот. Я это понимаю. Да, да. Но мнение людей меня не особо задевает. Вот. Вот, Да. Ну, Ну, потому иногда... что, опять же, потому что вот в Узбекистане все говорят на узбекском. У них никто не говорит на русском. Не потому, что люди сами такие решили, какая-то группа, мы будем только на русском говорить. У нас в Казахстане кто-то, вот даже казахи есть, которые говорят на русском. Не потому, что они такие родились и всю жизнь решили, что мы будем говорить на русском, а не на казахском. Нет, это
до них еще было, может, там, понимаете, как камень кинешь, ты примерно можешь понять, куда он упадет. Вот и А так я же вот с этими заметил, людьми. после вот этой ситуации именно между Россией и Да, Украиной, да, 100%. да, когда это все началось, Мгм. у нас были действительно блогеры, да, лидеры мнения, которые уже приняли какую-то сторону, и, допустим, начали чисто на казахском вести свой Мгм, блог. мгм. То Да. есть в открытую прямо. Вообще это Да. очень круто, что это тупо звучит. Спасибо Путину за то, что он казахский язык поднимает, да, в обществе. Да-да, Ситуация где-то это же было. меняется. Ну, нечестно, как бы кстати, плохо это ни именно звучало, тогда, вот в феврале мне прошлого самому года, хочется на мне казахском. Реально. захотелось Мне вот на тоже. казахском Да, делать. то же самое. Хочется очень сильно. Вот. Мгм. То есть, допустим, даже в рамках нашего выпуска, вот именно нашего подкаста, сначала мы как делали на русском, потом переключаемся на казахский, но это не значит, что мы полностью от русского отказываемся. Потому что бывают же гости, которые не могут на Да, казахском да, да. полностью Мгм. изъясняться, да? И, в принципе, по своим возможностям я сужу, я могу эту беседу вести или не могу. Когда человек более-менее уже на казахском он разговаривает, может, я стараюсь с ним на казахском. И говорю, что в выпуске можно и на казахском, и на русский переключаться. Хочешь, на английский переключись, то есть без разницы. Потому что он подкаст вот такой более в Вообще, свободном формате. в целом язык для страны, для развития страны, это мое мнение было, оно не так важно. Там есть Сингапур, у них нет своего языка, Швейцария, у них нет своего языка, Австралия, у них нет своего языка, Америка, это не их язык английский. То есть для развития страны язык не прям так важен, но конкретно в нашей ситуации, из-за того, что сейчас происходит в мире, сейчас для нас, вот для Казахстана, язык это очень важная тема стала. Вот, но прям так все равно, если глубоко мыслить, и можно и на английском говорить там всю жизнь, и нормально. Да, ну честно, вот даже Асхат Ниязов, он для Казахстана делает пользу. Обязательно. Классно. Очень, Делает классный очень контент. большую Да. пользу, не контент, а пользу для страны. Потому что Акимы такие уже, такие лишний раз, блин, наверное, я не буду тут воровать слишком нагло, а то придет и с меня спросит, или ну, огромную пользу, но при этом, я не знаю, он, по-моему, на казахском, да, не говорит? Да, Да, он он же Ну пока... вот, он из России же. но зато какую он пользу огромную приносит для Казахстана. То есть язык это не прям так критично. Может, возможно, сейчас этот вопрос очень остро встал в Казахстане, и это, возможно, правильно при той ситуации, которая складывается, это, возможно, и то есть нужно. Но в общем, глобально, там, по мировой практике смотреть, это главное, люди, чуть- их чуть-чуть вклад в тебя страну. чуть перебью. Да. Но здесь важно вот дополнить, что казахский язык и история Казахстана для нашего народа это важно. Ну, там, не знаю, как это там для Сингапура, это вот, если ты знаешь свое прошлое, свой язык, то, получается, ты как бы как бы хранишь свою страну, да, ну, есть у этой страны будущее, получается, у этого народа. Вот, это первое. А потом хотел, Ну, это вот как бы просто, ну, как бы я сглаживаю моменты, да. да. И второе, то, что ты говорил, что нельзя в то же время ненавистно относиться к людям, которые на русском языке только разговаривают и не знают казахский язык, потому что они в других местах как бы приносят пользу тоже тому же самому народу, народу Казахстана. И просто этот человек не виноват. Ну, это глупо хейтить, просто потому что, не знаю, это же Да, чуть-чуть он же глупо, нет? родился в той Просто семье, где залечи на разговаривают факт. только на русском Он языке. может там 1000 пользы принести, но не говорит там, пипец, но за это его там чертить и так далее, это как-то не Не очень. обязательно. Это некрасиво, действительно. Да. Потому что... Надо как-то, Придет время, когда он выучит. надо глубже мыслить, да, но в целом, конечно, в Казахстане должны на казахском говорить, не на русском. Но почему эта тема постоянно у нас всплывает? Заметили, да, что в последнее время стало очень прям активно. Ну, из-за актуально? ситуации в Украине, конечно, то, что мы реально поняли, что есть угроза от соседа, вот из-за этого. Такой теперь вопрос, да? Небольшой, блиц-опрос. Сколько вы часов находитесь в городе уже, в Уральске? Ну, С обеда, да, где-то? Да, с обеда. С обеда. 12. Мгм. Ну, 11-10. Да. Окей. Не спрошу 5, но окей, 3.
3 самых главных плюса, которые вы заметили, и 3 самых главных минуса. Очень интересно. С плюсов начнем. Плюсы. Аэропорт лучше, чем в Алмате. Ага, Ну, инфраструктура классная. ага. Реально. Я честно, прям плохих дорог, что-то пока мы ездили, не прям видел. Широкие, большие дороги, вроде Да, как да. нормально. Я, короче, Не знаю. пытался найти минусы. Я реально пока тоже минусов не стараюсь. заметил. Не, я Я заметил. почитал специально новости, типа, и сказали, Уральск — это город худших дорог Казахстана. Я езжу все по Уральску, ни одной дороги не Может, нас встретил. возят там. Или пацаны. нас специально возят по таким дорогам. Сейчас вот прям Занялись, активно. да, дорога? Да, в этом году прям с весны, да? С весны активно прям начали. Зеленый город, природа. Классный город для жизни, мне кажется. Да. Вот. Дома, которые вот как бы показывали советские, они такие все яркие, отремонтированные, отреставрированные. Мгм. М, Мне кажется, есть минус, да, именно общественный. Вот. Какое-то столкновение есть, я чувствую. В комментариях я это чувствую. Жители друг с другом. типа, А. Есть две стороны. Ага. Ну, это... Да. Насколько это продуктивно для города, я не знаю. Мискоммуникация. Я не знаю, честно. Кстати, Глубокий сегодня я вопрос. узнал вот этот прикольный факт, что, получается, Уральск дала вот эта Екатерина II после того, название Уральск после того, как Емельяна Пугачева вот подавили восстание. А Да-да-да. раньше это был Жаик. Да. Казах Жаик, всё Яицкий это- городок. Да. Жаик. Мгм. Ага. Да. Окей. Еще какие-то плюсы, минусы? Минусы. Я тоже, вот, прикинь, иногда сразу видно минусы, там, про разруха в городе. Нет, да, я сегодня не заметил. Хороший город, реально хороший. Минус. Ага. Минус. Нашел, минус. надо Не, нашел. Я Куда нас сам- пригласили, да? Ну, чё, Я вспомнил эти бродячие псы гуляют. Но они, кстати, не злые. это не минус. Но они что-то ходят, что-то. В Турции везде гуляют, в Грузии везде гуляют. Ну да. Это уже... Нет, если они не кусаются, то все тогда. окей. Не, то есть кусаются, это уже не собаки, но это люди. Это люди в комментариях, да? Ну, кстати, бродячие псы, я заметил, да. Мгм. Кстати, очень много. Вот Да, последние много. сколько? Их реально много. Год, да, наверное, их больше стало, да, как будто прям за год Да, очень. возможно, нужно как-то регулировать. Хотя нет, знаешь, я понял. Приюты, может, не знаю. Как бы Уральск, он такой, он просто слишком простой, что ли. Он остался в прошлом, как будто бы. И когда по нему ходишь, ощущение, что вот ты идешь по родному аулу, по деревне своей. Не согласен. Вот, как у меня было, и где я жил, там, Макинск, Кильтай, вот. Я там, как там я ходил, и вот это вот старое, как бы. Не стали, здесь- не стали. Здесь нет вот этого футуристичности нашей алматинской Только или что мы были на астанинской. площади. Площадь только что была. Ты Ну, видел? там что там Там только два здания театра, театр, Боксерские есть перчатки несите. театр и еще один театр. Все. музей. Ну, там очень футуристично были. Ну, Ну, нету, по-новому, ну, нету точно не- больших ну, точно не высоток деревня, там. точно. Вместе с вами был. Да, всегда. Бизнес. Ну, деревня, Мне кажется, это- здесь должно быть больше бизнеса, больше вот Не, я этого так развиваться этот городок, Это чтобы он рос больше. Я вот был практически во всех городах Казахстана, вот кроме 2. Вот. И Уральск хороший город. Точно не деревня. Ну, местами, конечно, есть там типа старые вот эти дома, там где вот, как раз там, где музей Пугачева Да, дом. Там старые дома, как Ну будто в вот, мы деревне. же там и были. Где мы? да. Но это как раз-таки историческая Вот часть 5-й, города. 6-й Где вы были, микрорайон это есть. историческая часть города. Там, то есть, старых застроек очень много, да. Ну, это нормально Можно, для города. может быть, Ты в посмотреть. Алмате видел возле Нарзабакиева? Там вот та же самая твоя деревня, прям в городе. Вот прям напротив Меги, там никто не Кстати, в показывает. Казахстане, в Уральск, получается, по количеству старых зданий таких, Уральск занимает первое место. То есть, если вы пройдете по проспекту Назарбаева, вот в ту часть, где курим, да, а не Достах, вот вы увидите просто там. Вам, наверное, показали, вот где музей краеведческий был, чуть дальше, получается, вот там очень, Ну, очень. но мне это все в целом нравится. То Мне есть тоже я, нравится. потому что ты как бы спокойствие чувствуешь. Вот там, какую-то кстати, был открытость домик с какую-то. маленькими кирпичами, как будто в Лондоне, что ли, что такое. Был дом, мы проезжали, из мелких кирпичей сделан, тонких, красивый, но старый. Какая-то душа есть у города. Душа есть. Да, есть.
Реально. В сравнении с Астаной, да? Да, Да. да. Я сам со Астаны, кстати, блин, души нет в Астане. К сожалению. Ну, на правом берегу Пока что. более-менее чуть-чуть, Да, может. правильно? Пока что. Может, через лет 20 будет. Асет, Рашид, я очень рад вас видеть в Уральске, у нас в подкасте. Добро пожаловать, еще раз скажу, в город. Как вы заметили сами, Уральск очень душевный город. Действительно, возможно, у нас нету где-то таких больших высоток, но с каждым годом я хочу действительно сказать, я до этого очень сильно критиковал город сам, потому что были плохие дороги, да, была не налажена нормальная инфраструктура, но в этом году вот прямо или в период там 2-3 года Уральск хорошо застраивается, хорошо он поднимается, и действительно сейчас нам уже есть чем гордиться, вот даже если говорить про аэропорт. Да. Так что добро пожаловать в наш город. Надеюсь, ваш трип дальше 2-3 дня будет. 4 еще, да, дня у 4 нас? дня. Да, мы Да. 2 дня по Всего селам. всего 5 дней. Вот завтра в село, послезавтра еще другое село. И потом еще в Уральске 2 дня чистых будет у нас. Круто. Надеюсь, он будет продуктивным. Желаю вам классно провести время в наших краях. У нас по традиции под конец подкаста вы можете сделать небольшой месседж обращения нашим подписчикам, зрителям, получается. Что вы хотите им сказать? Может быть, про город, может быть, про контент. Да что вообще в целом хотите сказать, вы можете, пожалуйста, Да. ваши собственные мысли, может быть. Я понял. Ну да, ты первый скажи. Ну, в целом мы благодарны, если вы все это прослушали до конца. Там, извините за какую-то критику. Мы ничего плохого не имели. Мы очень любим вообще всех казахстанцев, любой национальности и вероисповедания. А, Такое же у меня отношение ко всем моим подписчикам. А, Что я могу сказать? Развивайтесь, становитесь лучше, читайте книги. Мгм. Продолжим. Да, я тоже вот посоветую не фокусироваться на мелочах, а вот сфокусироваться на своем, на себе, на своих делах, на своих результатах, на том, что ты даешь своей стране, своей семье, своему обществу, своему городу. Вот. На этом надо больше всего сфокусироваться, на результатах, которые ты Да, да, да. выдаешь. А не обсуждать, что там у соседа. Да, обсуждать там можно. Там реально болтать, не знаю. Короче, делайте результаты, фокусируйтесь на себе. Спасибо большое, ребята. Очень рад был вас видеть, поговорить. Все? Сняли? Круто.